Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане прошел Ахалцикинский конный марафон, возобновлены регулярные авиарейсы из Урумчи в Ашхабад, 3 туркменские киноленты отправлены на фестиваль в Корею и другие новости. В Итрапе Акбугдая Халского вилаята состоялся конный марафон, приуроченный к национальному празднику туркменского скакуна. В соревновании приняли участие 19 скакунов из Ахалцикинского конного комплекса президента Туркменистана, Международного Ахалцикинского конно-спортивного комплекса, Национального конно-спортивного центра и Министерства обороны Туркменистана. Первым к финишу прибыл Вороной Гайдув из Ахалцикинского конного комплекса президента Туркменистана. Результат победителя 2 часа 36 минут и 21 секунда. Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила регулярные рейсы из Урумчи в столицу Туркменистана. Первый после возобновления авиасообщения рейс из Урумчи приземлился во вторник вечером в международном аэропорту Ашхабада. China Southern Airlines будет выполнять прямые регулярные рейсы из Урумчи в Ашхабад 1 раз в неделю. 3 киноленты производства «Туркменфильм» имени Огузхана отправлены в Республику Корея для участия в фестивале центральноазиатского кино. Это «Истерин» Арслана Эйбердыева, «Газел Кюртеса» Хасалыха Байрамова и «Газел Алмахи» Кима Аловова. Церемония открытия фестиваля состоится 28 апреля в университете Шинхан, а 29 апреля пройдут показы фильмов. Туркменистан и Киргизстан планируют заключить межгосударственное соглашение в области таможенного дела. Этот вопрос рассматривался в ходе встречи председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Максата Худайкулиева и посла Киргизской республики в Туркменистане Азизбека Мадмарова. Стороны отметили необходимость заключения межгосударственного соглашения в области таможенного дела, которое заложит основу для развития сотрудничества между таможенными администрациями двух стран по различным направлениям. Airbus завершила работы по покраске второго грузового самолета А-330 для авиакомпании «Туркменистан». Фотографии грузового авиалайнера в ливрее туркменских авиалиний, сделанные в аэропорту города Шанон, появились на специализированных авиационных ресурсах. Ожидается, что воздушное судно с регистрационным номером ЕЗ-Ф-430 будет передано туркменскому авиаперевозчику уже в этом месяце. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил исполнявшего обязанности главы МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова министром иностранных дел республики. Бахтиёр Саидов с декабря 2022 года был исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан. Ранее он работал министром народного образования Узбекистана, служил послом в Узбекистане, Китае, Монголии и на Филиппинах. Президент США Джо Байден объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2024 году. «Я намерен добиваться переизбрания на пост президента США, потому что я знаю Америку», заявил Байден в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube. Он также призвал американцев регистрироваться на сайте его предвыборной кампании, чтобы поддержать его кандидатуру. Байден – 46-й президент США с 20 января 2021 года. Это его первый срок на посту главы государства. Программа третьего тура высшей лиги чемпионата Туркменистана по футболу завершилась во вторник 4 матчами. Игровой день стал богатым на события. Лидер чемпионата Ашхабадский Капедак на своем поле проиграл Аркадагу. Небичи благодаря гостевой победе над столичным Ашхабадом вышел на первое место в турнирной таблице. Амарийские команды Мерв и Энергетик одновременно набрали первые очки в сезоне. Четвертый тур чемпионата Туркменистана по футболу стартует в пятницу 28 апреля матчами Алтынасыр Мерв и Ахал Капедак. А матчи Энергетик Ашхабад и Аркадак Шагадам состоятся в субботу 29 апреля. 21 апреля поступили в продажу билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Билеты распространяются через официальный сайт УЕФА, а их обладатели определяются путем лотереи. Стоимость одного билета на финал Лиги чемпионов от 70 до 690 евро. Женская сборная Туркменистана по футболу до 17 лет отправилась на отборочный турнир Кубка Азии 2024, который пройдет с 26 по 30 марта в Сингапуре. Во вторник из международного аэропорта Ашхабада футболистки и тренерский штаб сборной во главе с Камилем Мингазовым вылетели транзитным рейсом в Сингапур. Сборная Туркменистана выступит в группе «Д». Сегодня туркменские футболистки сыграют с командой Бангладеш, а 28 апреля со сборной Сингапура. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.